народа согласовали и отдали вот эти места. Все вот эти места. Вон гора за горой идет. Туда в Аргунское еще дорога. Раньше ни ингушский, ни чеченский. Понимаешь? Это общий народа земля. Понимаешь? Между нами, чеченцами и ингушами, дороги не было. А фактически жили там ингуши. В кладбище войдешь, все ингушские фамилии, которые похоронены. Там вот, которые есть склепы, ингуши много. Вот это мы отдали. Вот здесь 1300 гектар отдали. И вот здесь вот отдали вот эту всю территорию. На Кавказе земельные вопросы так не решались. И не решаются. Нет здесь никакой справедливости. 100 тысяч людей, собравшихся здесь, считают так. В 1983 году, когда была Чечено-Ингушетия, вот этот лесной массив, из-за того, что у Бамутского лесничества и Ачхомартановского не хватало объемов, из Сунжского района изъяли и передали их туда. Ну, в рамках одной республики местные власти манипуляциями занимались. Теперь, когда мы с соседей разъехались, этот массив остался на нашей территории. Формально лес Россельхоз не смог развести эту ситуацию. Лес числится за ними, земля числится за нами. Только в России такой ляпс может быть, да? Я председатель комиссии, заместитель председателя этой комиссии, которая составляла весь этот материал. Я пешком прошел вот отсюда начиная, вот так вот, реперы, выставляя реперы и ставя точки на местности. Я долгое время молчал, пока я не увидел лицемерие власти. Вот это мы отдали, вот здесь 1300 гектар отдали, и вот здесь вот отдали вот эту всю территорию, которую я обвел красным карандашом. Так что... Что получили? Подожди, что-то у меня в кармане было здесь. А это не это, извиняюсь. Повестка о земле, которая является исконно столетиями омытая кровью и слезами их предков, людей, которые здесь выступали. Это земля, которая сегодня волей одного человека вдруг оказалась за чертой республики. Народ хочет знать, что стало с нашей землей, что мы отдали и что у нас осталось. Из 85 субъектов Российской Федерации Ингушетия – это самая малоземельная республика. По плотности населения наша республика 1,5 раза превышает Чеченскую республику, 1,6 раз выше плотность населения, чем в Северной Осетии, и с обоих сторон карнают. И вот обкарнали до такой степени, что сейчас отошло, по данному соглашению, отходит около 6% или 7% территории республики. И когда Евкуров встречался с депутатами, депутаты сказали, что мы не будем голосовать за данное соглашение. Но он упросил их, чтобы они проголосовали за тайное голосование. Хотя это противозаконно, опять же говорят. Требование парламента – это вы у нас украли голоса, верните нам их. Мы не голосовали и не собираемся голосовать за это соглашение, за ратификацию этого соглашения. Если за 10 лет правления Евкурова мы говорим, что мы здесь создали такие условия, вы посмотрите в глаза, взгляните в глаза этого народа, вы увидите гнев, потому что в детский сад, чтобы ребенка устроить, посмотрите, что требуется от нас. Посмотрите, чтобы в школу ребенок пошел, что от нас требуется. Все это накладки, и в комплексе вот привело к тому, что народ вышел, и вот сейчас большая проблема и для них, и для нас. Народ-то надо успокоить. Связи нет, интернета, ничего нет уже, недели нет. Ни у какого оператора? А? Ни у кого оператора. Только беспомощная власть, абсолютно непрофессиональная, некомпетентная и коррумпированная, может угрожать своим гражданам какой-либо расправой за то, что эти люди говорят правду. Пусть приедут в Ингушетию и по всей России покажут то, что здесь творится. Здесь сегодня вышел весь народ. Мы требуем справедливости. Нету здесь никакой справедливости. Почему народ взбаламутили вот так? Глава республики сказал, 2 сантиметра от нас никто не получит. 2 сантиметра.
Но ушло 32 и тысячи гектаров. А живые люди сегодня на этих Сегодня никто там не живет. Ценность этого леса в чем? Он девственный лес. И второй вопрос, экономического характера вопрос. Вот здесь лежит месторождение. Нефтяное месторождение. Многие показывают, мне рассказывают, говорят, вот оно лежит вот так вот. 70% этого месторождения на территории Ингушетии. Там нефтяные вышки стояли, нефть качали. Там есть серный газ. Аналога этому газу нету. Так как его замуровали, то ли сетали, по рассказу людей раньше, трубы привезли, это до войны, замуровали, стоит газ. Там и соль. Ну, там добра много. В историческом плане это родина. Почему? Расскажите. Родина. Почему у нас там наши лежат деревни? Чеч-Ахки – это родина Тищоевых. Там лежат деревни Мержоевых. Их 7 или 9. Там наши башенные комплексы. У нас это род без башни, у нас это... Там камни, там земли пусть не будет, там ничего пусть не будет. Но это там, где я корни свои имею. В Конституции сказано, четко прописано, что такие-то вопросы, в частности, земельные вопросы, по переделу ли, по передаче ли земель, по переделу границы ли, решаются исключительно согласие народа. Если я сына сватаю с кем, я соглашусь со всеми родными. Вот я хочу сватать того дочку, то. А он не согласовался с народом. Ингушский президент, чеченский президент. Надо с народом согласовать. Что думает народ? Спросить у народа. Вот хочу отдать. Мне Москва говорит, чтобы я отдал эту землю. Правильно я говорю? Вот так надо. Oh